Телемост между Москвой, Сухумом и Цхинвалом был посвящен теме вступления в силу приказа президента России об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Абхазии и Южной Осетии. Москву представлял депутат заместителя председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ Артем Туров. В Цхинвале Заза Дрияев, глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям, а в Сухуме Инар Гицба, депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия. Как сообщил Туров, обладание российским гражданством открывает возможность путешествовать в различные страны мира. Граждане Абхазии и Южной Осетии настолько интегрированы и настолько мы совместно выстраиваем последние годы взаимоотношения по различным сферам, будь то экономика, гуманитарное направление или вопросы, связанные с безопасностью и обороной. Так что эти вопросы, конечно же, уже, можно сказать, сняты, и у людей есть возможность, у тех, кто еще не приобрел гражданство нашей страны, возможность его приобрести, обратившись в наши дипломатические структуры, находящиеся на территории двух этих республик. На самом деле, мы с вами об этом уже сегодня говорили, что большое количество граждан, как Южной Осетии, так и Абхазии, обладают российскими паспортами. По нашим данным, это, я уже говорил, порядка 90%, так, если будем говорить округленно. Ну и сейчас в условиях принятия того указа президента Российской Федерации будут созданы условия, что возможности получения всем гражданам российского гражданства, и тогда никаких вопросов, связанных с проблематикой или въездом в Российскую Федерацию, мне кажется, не будет обстоять. Сейчас идет процесс подготовки учреждений к выдаче упрощенного гражданства. Инар Гицба отметил, что для абхазского общества упрощенное получение российского гражданства имеет большое значение. Ведь многие наши жители выезжают в Россию для обучения или же получения медицинской помощи. Действительно, до 2008 года был процесс, когда в упрощенном порядке предоставлялась возможность вступления в российское гражданство гражданам Республики Абхазия, но после признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия этот упрощенный порядок был несколько изменен. Продолжали получать возможность вступления в российское гражданство граждане, не достигшие 18-летнего возраста, в случае, если один из родителей или опекун уже состоял на тот момент в российском гражданстве. Дело в том, что с 2008 года появилось большое количество людей, которые в свое время, во-первых, не успели вступить в это гражданство российское. Оно нам дает, помимо возможности выхода и такого окна в мир, дает возможность доступа к качественному и образованию, и получением различных социальных, в том числе медицинских услуг. Артем Туров отметил, что претендентам на российское гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории. Граждане Абхазии и Южной Осетии, постоянно проживающие на территории республик, могут подать заявление в диппредставительство России в этих странах. Если они уже проживают в России, то смогут обратиться в территориальный орган МВД по месту своего пребывания или жительства. Алиса Адлиба, Сасракуа Гухава, Абаза ТВ.